и Сына, и Духа Святого. Пан з вами. Вітаю всіх вас, дорогі брати і сестри, на 6-ю звичайну неділю. Сьогодні, дорогі брати і сестри, будемо розмишляти над таким питанням вельми важливим, що з'являється для мене справжнім щастям. Ці речі матеріальні, це все ж Бог. Бог з'являється для мене щастям. Будемо розважати над цим питанням. Сьогоднішній Євангелії так само буде Єсус сказати, что счастливые убогие, счастливые голодные, счастливые плачущие. Тому, дорогие браты и сестры, зададим себе это питание, что является для меня справжнім счастьем. На початку Святої Мши представим теперь к доброму Богу наши интенции, просьбы, с якими сегодня приходим до Его. Дорогие детки, тоже давайте сейчас подумаем, да, за кого хотим помолиться, особенным способом. Кто для меня сейчас очень нуждается сильно в молитве, да, подумаем сейчас в тихій тишині. Я спробую на святейшую ахвяру за померлого Мушинского Антонія, 18-ї годовини після його смерті, за усіх померлих сім'ї Мушинських і Апанович, прошу доброго Бога, ка пробачу все грехи и вел в Царство Небесное. Перепросим теперь Пана Бога за наши грехи. Споведаюся всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, вчинком и занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, молиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог всемогутный, отпустивший нам грехи, доведи нас до життя вечного. Христе,
помолимся. Боже, Ти хочеш припробивати у серцях праведних і щирих, учеников мы, дякуючи Твоей ласце, стали годным местом Твоего пребывания, распана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе, благодарит едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Читання книги пророка Єремії. Так каже Пан: проклятий муж, який сподівається на чоловіка і у тілі бачить свою силу, а серце своє очаровує від Пана. Він буде, як ядловець у степі, не убачить, коли прийде щастя, але буде жити у висохлих місцях на пустині, на соленій і безлюдній землі. Благословлений чоловік, який сподівається на Пана, і надія якого – Пан. Ён будзе як дрэва, пасаджаны над вадою, што пускае карэнне сваё над патокам. Калі настане спёка, яно не баіцца, і лісце яго застанецца зялёным. І ў год засухі яно не будзе хвалявацца і не перастане прыносіць плён. Гэта Слова Божае. Щасливий чоловік, який сподівається на Пана. Щасливий чоловік, який сподівається на Пана. Щасливий чоловік, який не ходить за рай безбожних і не узиходить на шлях грешных, и між насмешком не засядає, але в законі Пана його осолода, над їм розважає удень і уночі. Щасливий чоловік, який сподівається на Пана. Ён будзе як дрэва падсаджанае каля воднага потоку, якое плод прыносіць у свой час, і лісце яго не вяне, а ўсё, што ён чыніў, яму удаецца. Щасливий чоловік, який сподівається на Пана. Не такий лёс безбожних, яны як мякіна, што вецер разносіць, бо ведае Пан шлях справядлівых, а дорога безбожных загине. Щасливий чоловік, який сподівається на Пана. Читання першого послання святого апостола Павла до Коринтянам. Браты, калі прапаведуюць, што Христос уваскрос з мёртвых, то чаму некаторыя з вас кажуць, быццам няма ўваскрашэння мёртвых? Бо калі мёртвыя не ўваскрасаюць, то і Христос не ўваскрос. А калі Христос не ўваскрос, то вера ваша марная, і вы далей у грахах вашых. Тады загінулі і памерлыя ў Христе. І калі мы спадзяёмся на Хрыста толькі ў гэтым жыцці, то мы самыя няшчасныя сярод людзей. Але цяпер Христос уваскрос з мёртвых, першынец сярод тых, якія заснулі. Гэта Слова Божае. Радуйтеся и веселитеся, кажа
еще, если детки есть на костеле, то приглашаю сейчас сюда ближе. Давайте послушаем сейчас Евангелие и узнаем, какое же про счастье говорит сегодня Пан Иисус. Только внимательно слушаем, хорошо? Пан с вами. Читание Святого Евангелия поводле Луки. У той час Jezus zeszedł z 12 unis i stał na równinie. I był tam wielki natłok uczniów Jagonych i wielkie mnóstwo ludzi z Judei i Jerozolima, z zbieżnych w okolic Tyra i Sidona. Wtedy on uzniał w oczy swoje na uczniów swych i сказал: Szczęśliwe ubogie ducha, bo wasze jest władarstwo Bożее. Szczęśliwe, jakie teraz голодаете, bo nasyceni będziecie. Szczęśliwe, jakie teraz płaczecie, bo śmiać będziecie. Szczęśliwe wy, kiedy uznienawidzić was ludzi i kiedy odrynуть was i будут znieważać i za Syna Człowieczego odkinуть imię wasze jak zło. Радуйтесь у той день и веселитесь, бо великая вознагорода ваша в небе, бо так поступали с пророками отцы ихние. Але горе вам, богатые, бо вы уже отримали свое утешение. Горе вам, які тепер ситые, бо голодать будете. Горе вам, які тепер смеетеся, бо смутковать и плакать будете. Горе вам, коли все люди будут вам добро казать про вас, бо так поступали с фальшивыми пророками отцы ихние. Это слово Пана. Ну что, как дела? Все хорошо? Как неделя прошла? Плохо прошла? Что случилось? Ты заболел? Ты тоже? Ну, я надеюсь, что... Ты тоже все заболели? Все пришли в костюм? Ты не болел, да? Хорошо. Хорошо. У меня такой вопросик к вам. Может, он будет сложный. Но попробуем на него поговорить с вами, да? Что такое счастье? Как вы думаете? Счастье, ну, давай. Чудо. Это чудо какое-то. Хорошо, что еще? Что такое счастье? Это когда человеку хорошо. Да, когда человеку хорошо. Ну? Счастье — это когда человек радуется. Это когда предмет радует человека этот. Счастье — это когда все получается. Хорошо. Удача. Удачи. Хорошо. То бишь, берем все позитивное, да? То есть все, что должно что-то хорошее быть, правда? Но смотрите, сегодня в Евангелии Пан Иисус говорит, что немножко про что-то не то. Он говорит, счастливые, бедные, счастливые, кто плачет, и счастливые, голодные. И говорит, а горе вам, богатые, которые насыщены, да, то есть плотно поели, и которые теперь смеются. Пан Бог хочет, чтобы мы были бедными, заплаканными, такими ходить. И грустными? Нет? Давайте разбираться. Почему так Пан Иисус нам сегодня говорит? Представьте, у вас есть большой торт. И теперь перед вами стоит выбор. Слопать его самому или поделиться с другом. Ну, давай. Поделиться с другом. Потому что... Не знаю, да? Почему поделиться с другом? Потому что когда у него будет торт, он тоже с тобой поделится. Скажет, подожди, я сейчас в комнату скажу, мне там много дел надо сделать, и будет кушать тортик сам. Но почему надо делиться? Потому что тому человеку, которому не дали, ему будет грустно. Хорошо. Кто еще как думает? Почему надо поделиться? Потому что совесть не позволяет не поделиться. Совесть поделиться. Да, лучше самому. Хорошо. Правильно. Делиться в любом случае нужно. Ну хорошо, давай. Еще, чтобы не исполнить грех жадность. О, молодец, это тоже правильно. Смотрите, правильно вы говорите, делиться в любом случае нужно, да, потому что, когда мы делимся, в Библии есть такие очень классные слова. Больше радости, когда мы кому-то даем, нежели чем принимаем. Да, то есть, когда мы делимся, мы можем тоже сделать очень важный поступок, хороший, сделать кому-то добро. Да, если у человека чего-то нету, мы можем с ним поделиться. И это сделаем тогда хороший поступок, сделаем добро. И вот про это сегодня Пан Иисус нам и говорит, что радость не в том, чтобы у нас много всего было. Радость в том, что мы умели делиться.
Радость в том, чтобы мы умели переживать, сочувствовать тоже тем, не пройти просто стороной, когда человек нуждается в беде, не нуждается в нужде какой-то. То бишь, всегда ему нужно помогать. Хорошо, расскажу вам одну такую историю. Давным-давно в одном большом королевстве был король, который был такой сильный, с мечом такой огромный, здоровый такой, да, Геракл такой был, да. И в какой-то момент король заболел. И все врачи королевства начинают приходить, лечить, никто не может его вылечить. И тогда он сказал, узнали, что есть старец, который может ему помочь, и он ему сказал, когда найдешь рубашку счастливого человека и ее оденешь, тогда выздоровеешь. И все слуги королевства начинают искать человека счастливого. По всему королевству ездят, ищут, но все говорят, да нет, у меня та беда, у меня та беда, у меня та беда, и не могут во всем королевстве найти счастливого человека. И в конце узнают, что в одной маленькой деревне есть кузнец, который говорит, я самый счастливый человек в мире, самый счастливый человек в мире. Ну все, слуги туда уже едут на конях, на лошадях, все, приезжают, и такие говорит, ты самый счастливый? Говорит, да, я самый счастливый человек, я радуюсь тем, что имею. Он говорит, тогда дай нам свою рубашку. А он говорит, я настолько беден, что у меня даже нет рубашки. Потому что моя радость заключалась в том, что я помогал другим, я ковал для них инструменты, чтобы они не умирали с голоду. Вот это было его великое счастье. Но сегодня я кое-что принес вам. Принес вам счастливую рубашку. Счастливая рубашка. Счастливая рубашка. Каждый, кто оденет эту рубашку, ровно на одну неделю будет самым счастливым человеком на земле. Отметки будут только десятки. Учителя вас тревожить не будут. Будет направлено, серьезно вам говорю, самое счастье. Целую неделю вы будете самыми счастливыми. Кто хочет такую рубашку? Все хотите? Да? Но помните, в жизни нет ничего бесплатно. Взамен я потребую от вас, чтобы вы мне тоже подарили что-то, самую-самую вашу любимую вещь, которая у вас есть дома. Не такое, что вы поиграли и выбросили, а только самую любимую вашу вещь. Кто будет со мной меняться? Какая у тебя самая любимая вещь? Мишка. Мишка? Все? Или так легко с ним расстанешься? Так легко расстанешься с Мишкой? На счастливую рубашку? Да-то куртка у меня любимая. Хорошо. Поменяемся на любимую куртку. Хорошо. Это счастливая рубашка. Так что, кто готов со мной меняться? Раз, два человека. Раньше были три. Тут было толпы, теперь только 3 человека. Хорошо. Ну, детки, помните, это обыкновенная рубашка. Обыкновенно купленная в магазине. Ничего счастливого в этой рубашечке вообще нету. А видишь, облом, да? Зря Мишка поменялся. Да? Это просто обыкновенная рубашка. Скажите, нас вещи делают счастливыми или мы делаем себя счастливыми? Кто делает? Ну? Делаем себя счастливыми. Вот именно. Это просто обыкновенная рубашка. Многие люди могут сказать, я одену свой любимый галстук, потому что, когда я его одеваю, со мной происходит счастье. Нет. Счастливыми делаем мы сами. Если ты подготовишься хорошо к лекциям, ты получишь 10. Если ты будешь хорошо учиться, тебя учителя не будут тревожить и так далее. Поэтому это просто обыкновенная вещь. И сегодня Иисус нам об этом говорит в сегодняшней Евангелии. Счастливое не то, чтобы иметь очень много всего. Да, счастье не в телефонах, счастье не в деньгах, счастье не в каких-то других предметах, вещах и так далее. Счастье в том, чтобы помогать и другому человеку, видеть другого человека, не проходить мимо, да, а не то, что вещи. Вещи нам приносят какую-то временную радость. Но счастье великое, которое нам получит, дает только Господь Бог, да, жизнь вечная. И это наше счастье. И к этому счастью мы должны стремиться. Дорогие братья и сестры, дорогие родители, сегодняшнее Евангелие Господь нам конкретно говорит, что счастливые те, кто в Боге, счастливые те, кто плачет, и счастливые те, кто голодает. Это, как я уже говорил, не значит о том, что мы должны голодать, мы должны несчастливыми, голову только склонившими и так далее. Счастье заключается в том, что мы должны видеть всегда другого человека. Да, и этот пример тоже давать. Да, показать этот пример, чтобы не пройти мимо возле человека. Тоже эти вещи, да, которые мы имеем, телефоны, компьютеры и так далее. Да, это временная радость, которая нам приносит какой-то сейчас. Например, мы купили новый телевизор, вау, мы радуемся, но потом привыкаем. И поэтому то же самое здесь. Не в вещах, да, не в каких-то материальных благах.
да, это счастье. Потому что когда-то я разговаривал с женой одного очень богатого друга, и она сама сказала, да, вот денег у нас сейчас очень много, но счастье в семье не наступило никак. Да, мы несчастливы от этих денег. Мужа нету постоянно, нету с кем с детьми остаться и так далее. Понимаете, просто очень важный момент, что может и нам приносить какой-то благ материальный, но счастье в именно скромности, да, когда человек умеет скромно жить. Когда был в Грузии, и тоже помню о том, что люди там, действительно, которых мы были, с которыми встречались, люди не очень богатые, люди даже, очень сказать, можно очень скромные. Но насколько открыто сердце у человека такого, это действительно так. Да, что человек готов отдать последнее, поделиться с тобой. И вот про это сегодня Иисус Христос нам хочет говорить. Да, наше счастье тоже в скромности. Да, наше счастье в том, чтобы уметь делиться, видеть другого человека, не пройти мимо. Поэтому, дорогие братья и сестры, призываю давать такой пример своим детям. Пример этого именно счастья, пример этой доброты. Если мы будем делать добро, и мир может поменяться. Аминь. Вызнаем нашу веру. Веру в единого Бога. Дякуючи Богу за Його добрыню, вознесем до Його посредництва Иисуса Христа нашей молитвы. Молимся, Святый Костел, как усих людей и Он довел, до светло Божьей правды Тебе просим. Молимся за бископов всего света, как и они верно обороняли дорученное им в учении Христа Тебе просим. Молимся за народы, які терпять от внутренних конфликтов, как яны знайшли духовные силы для досягнения соправдного поєднання. Тебе просим. Молимся за людей, які не признают Божьих заповедей, как яны розпознали у их мудрость Отца, який их любит. Тебе просим. Молимся за тих, хто трапив алкогольную залежність, как яны знайшли силы, потребные для розпочаття нового життя. Тебе просим. Молимся в інтенції Святої Мши за померлих, за Мушинського Антонія, 18-ту годовину після його смерті, за усіх померлих самі Мушинських і Апанович, прошу доброго Бога о пробачении всіх их грехов. Тебе просим. Молимся за нас, удельниках этой наисвятейшей ахвяры, как мы умели делиться радостью и спокоем, який нас одорває Бог. Тебе просим. Боже, наш Творитель, выслухай наши молитвы учени, как мы были годные сузирать Твою хвалу в вечности, прос Христа, Пана нашего. Твоей милостью избавь от смерти, Твоей
Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу оферу принял Бог Отец Всемогутный. Хай Пан Бог прими оферу с рук Твоих, и хвалу имя Своего, а так само на користь нам и всему костелу Святому. Просим Тебя, милосердный Боже, нехай эта офера нас очистить и обновить, и забеспечить вечную награду тем, кто виконує Твою волю, раз Христа Пана нашого. Пан з вами. Угору серце носим і та Пана, подякуєм Пану Богу нашому. Однак это и справедливо. За правды годно это и справедливо, слушно и исповедно, как мы заусюды и усюду Тебе складали подяку. Пане святый Ойче, усемогутный вечный Боже, праз Христа Пана нашего, бой он зритости до грешного человечества, народился с Панной Марией, про свою муку на крыже вызволил нас от вечной смерти, а про свое с мертвых повстание дал нам вечное житье. Тому заняла мир анёлами и с всеми святыми мы обещаем Твою хвалу, разом зими взкликаючи. Святый, святый, Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна, хосанна, на вышинях, хосанна, хосанна, на вышинях. Благословенный, кто приходит в имя Пана. Хосанна, хосанна, на вышинях. Хосанна, хосанна, на вышинях. Хосанна. Сапраўды Божа, Ты святый, краніца усялякай святости, тому єдності з усім костелом. У перший день тижня, коли Єсус Христос воскрес и спаслал на апостола Духа Святого, праз Христа просим Тебе, усемогутный Боже. Освяти гэтыя дары росою Духа Твоего, каб яны сталіся для нас телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. И Он, коли добровольно выдал себе на муки, узял хлеб и подяку Тебе складаючи ламал и раздавал своим учням, кажучи: «Берите и ешьте з гэтага усе, бо гэта есть тело мое, якое за вас будет выдано». Подобным чином по вечері взяв келіх. Знов Тобі подяку складаючи, подав своїм учням, кажучи: «Берите і пійте з його всі, бо гэта есть келіх крові моєї, нового і вічного заповіту, якая за вас і за многих буде пролита для відпущення грехов. Гэта чините на мою пам'ять». Это великая таемница веры, обещаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийстя в хвале. Вспоминаючи смерть из мертвых повстание Твоего Сына, ахверуем Тебе, Пане, хлеб життя и келих избавления.
Дякуючи, що учинив нас годными стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючи тіло і кров Христа, Дух Святий собрав у одном. Пам'ятай, Пані, про костел Твой рассеянный по усім свете. Удоскональ его в любови разом с папом нашим Францишком, біскупом нашим Владимиром и усім духовенством. Пам'ятай так само про братов и сестер наших, які поснули надію на воскрешення, і про усіх, хто у Твоїй ласці дійшов з гэтага свету, і дозволим убачить світло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел у житті вечным, у єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом и Обранником, со святыми апостолами и всеми святыми, які спрадвеку подобалися Тебе, как зими мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего Иисуса Христа. Раз Христа с Христом и в Христе, Тобі, Божойче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана и хвала, раз усе веки вечные. Памятуючи избавленные заповеди и Божьим наставлением наученные, осмеливаемся оказать. Отче наш, который есть в небе, святый будь имя Твое. Просим Тебе, Пане, избав нас от усякого злога, дай ласкаво супокой дни наши, да поможи нам и милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху и захованы от всякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и притя збавца нашего Иисуса Христа. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, які живеш и володариш на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. Передайте ближнему знак супокою. Баран
Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословленные, покликаны на вечеру ягоную. Пане, не варто, как ты вошел до меня, али скажи только слово, а будет здорова душа моя.
Помолимся. Усмотрены даром Евхаристичным просим Тебе, Божа, как мы завсёды прагнули гэтага хлеба, які дае нам жыццё сапраўднае, праз Христа Пана нашага. Пане Езу, про заступніцтва Марыі, Маці Тваёй, якая нарадзіла Цябе з любоўю, а таксама пра заступніцтва святога Юсафа, чалавека даверу, які пікаваўся Табою пасля нараду. Прашу Цябе ў інтэнцыі гэтага ненароджанага дзіцяці, якое духоўна хачу усынавіць, якое знаходзіцца ў небяспецы аборту. Прашу, дай яго бацькам любоў і адвагу, каб яны не забівалі свайго дзіцяці, а пакінулі яму жыццё, якое Ты сам гэтаму дзіцяці прадвызначыў. Амин. Паслухаем душпастарскія аб'явы. Святы ружанец, на гэтым тыдні просім правесці наступныя ружанцовыя групы ў панядзелак беззаганнага зачацця на свяцейшай Панны Марыі, у аўторак Маці Божай Ружанцовай, у сераду Маці Божай Міласэрнасці, у чацвер благаслаўлёных мучанікаў з Беларусі, у пятніцу нараджэння на свяцейшай Панны Марыі, у суботу Маці Божай Чэнстахоўскай і ў нядзелю о 18 гадзіне каралевы веравызнаўцаў. На гэтым тыдні ў літургіі касцёла будзем адзначаць 22 лютага. З нагоды літургічнага свята катэдры святога Пятра Апостала асаблівым чынам будзем маліцца за папу рымскага Францішка і за ўвесь паўсюдны касцёл. Таксама 22 лютага, субота, ў польскім доме адбудзецца карнавал для дзяцей перад Вялікім постам, пачатак у 16:00. Усіх дзяцей сардэчна на гэтае свята запрашаем. Збліжаецца час Вялікага посту. З гэтай рацыі заахвочваем да касцёла прыносіць асвячоную ў мінулым годзе вярбу, каб спаліць яе і прыгатаваць попел, якім будуць пасыпаны нашы галовы на пачатак Вялікага посту ў гэтым годзе. Складаць вербы просім у вызначаным месцы, уваходзячы да касцёла з правага боку. Ахвяры, збіраныя падчас наступнай нядзелі, будуць прадназначаны на патрэбы нашай гродзенскай дыяцэзіі. Дзякуем усім, хто бярэ чынны ўдзел у жыцці парафіі, дзякуй усім за добрую волю дапамагаць нашай парафіяльнай супольнасці працай, ахвярамі і малітвай. І на гэты тыдзень працу і абавязкаў прымем Божае благаслаўленне. Пан з вами. Нехай вас благословить Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите с упокоя Христа. Без
imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.